Ну а депутаты Илтумен направили свои предложения для внесения поправок в ряд федеральных законов. В частности, они направлены на наращивание объемов экспорта ювелирных изделий и бриллиантов. Подробнее Туяра Филиппова. Скоро на ювелирных изделиях российских производителей исчезнет привычное клеймо пробирной палаты. По крайней мере, на тех изделиях, которые направляются на экспорт. Ставить их будет делом добровольным. Соответствующую поправку в федеральный закон предлагают депутаты Илтумен, чтобы увеличить объемы экспорта. Связано это с тем, что в некоторых странах российское клеймо считают за брак. Ну, во-первых, у нас повышается конкурентоспособность, то есть снижается себестоимость производства продукции. Поэтому она будет более конкурентоспособна на зарубежных рынках. Еще одна поправка касается импортеров, для которых, наоборот, вводится обязательное клеймение именным знаком изделий производителем. Это, по мнению парламентариев, защитит рынок от наплыва контрафактной продукции. Еще ряд поправок, предлагаемые депутатами, касаются федерального законопроекта о территориях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. Речь идет о создании в Якутске территории опережающего развития «Бриллиантовая долина» по производству и огранке алмазов. Так, в частности, парламентарии предлагают вернуть ранее исключенные из законопроекта налоговые льготы по НДС и страховым выплатам, а также предусмотреть в законе положение о привлечении втор местной рабочей силы. То есть эти три предложения мы считаем принципиально концептуальными, которые должны быть рассмотрены правительством Дальнего Востока до внесения их в Государственную Думу, и мы надеемся, что это будет учтено. Якутские законодатели ратуют за снижение нагрузок в части федеральных налогов, которые по объемам более существенны, чем местные. Тогда себестоимость огранки якутских алмазов, которые по сравнению с теми же смоленскими и барнаульскими сейчас в разы выше, будет конкурентоспособной. В частности, по алмазогранильной отрасли данные льготы в год будут давать порядка 2 миллиардов рублей. В случае непринятия этих поправок идея с тором «Бриллиантовая долина», по мнению законодателей, теряет всякий смысл и окажется непривлекательной для инвесторов, готовых вложить средства в этот проект. О том, что нужно представлять реальный результат проекта, говорила депутатам накануне и премьер Галина Данчикова. Перспектива, конечно, есть, но перспектива может только быть при одном большом условии. Если мы с вами более активно будем работать по продвижению этих двух проектов. Во-первых, для того, чтобы провести эти проекты, необходимо определенное технико-экономическое обоснование и бизнес-проект. Нужно всем понимать, что если мы заявились в этот проект, что если мы его защитим и он будет принят правительством Российской Федерации, мы должны быть уверены в том, что эти проекты принесут результат. Вот это самая большая опасность, о чем я сейчас очень беспокоюсь. Туяра Филиппова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.